Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел совещание по вопросам АПК. Граждане Узбекистана в Туркменистане смогут проголосовать на выборах в Оли-Маджлис. Сердар Бердымухамедов поздравил руководство и народ Китая с Днем Республики и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание в цифровом формате, посвященное ходу сезонных сельскохозяйственных работ в стране. На встрече обсуждались вопросы реализации национальной сельской программы, сбора урожая, хлопка и посева пшеницы. Заместитель председателя Кабинета министров Атах Алиев доложил о текущей ситуации в аграрном секторе. По его словам, продолжается сбор хлопка, обеспечена эффективная работа сельхозтехники и бесперебойная транспортировка урожая на перерабатывающие предприятия. Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день пожилых людей, провозглашенный на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. По случаю знаменательной даты президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание старейшинам страны и всем соотечественникам. К этой дате приурочены культурно-массовые мероприятия, которые пройдут по всей стране в городах Ашхабад и Аркадак. По случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Государственного совета КНР Ли Цяну, а также дружественному народу страны. В послании отмечается, что сегодня Китай уверенно следует по пути прогресса и процветания во всех сферах жизни, встречая этот знаменательный праздник грандиозными успехами в социально-экономическом развитии в области улучшения благосостояния народа и укрепления авторитета на международной арене. В рамках рабочего визита делегации Министерства образования Туркменистана в Соединенные Штаты Америки состоялась встреча с директором по правительственным и внешним связям компании Educational Testing Service. Признанный мировой лидер в разработке образовательных тестов представил обзор своей деятельности и предложил направления для расширения двустороннего сотрудничества. В посольстве Узбекистана в Туркменистане состоялся брифинг, посвященный предстоящим выборам депутатов Законодательной палаты Оли-Маджлиса Республики Узбекистан. Временный поверенный в делах посольства Узбекистана Уктам Назаров сообщил, что при посольстве в Ашхабаде будет создан избирательный участок номер 43, где граждане Узбекистана, временно или постоянно проживающие в Туркменистане, смогут проголосовать с 17 по 23 октября 2024 года. Выборы в Законодательную палату Оли-Маджлиса Узбекистана назначены на 27 октября. Итальянская система образования готовится к радикальным переменам в борьбе с неподобающим поведением учащихся. Правительство страны разработало комплекс строгих мер, направленных на повышение уважения к педагогам и улучшение дисциплины в школах. Ключевым нововведением станет возможность наложения существенных денежных штрафов на нарушителей. За проявление агрессии или насилия в отношении школьного персонала ученикам и их семьям придется заплатить от 500 до 10 тысяч евро. Юго-восточные штаты США оказались в эпицентре катастрофы после прохождения мощного урагана Хелен, который привел к трагическим последствиям. По последним данным, стихия унесла жизни как минимум 116 человек, оставив за собой разрушенные дома и инфраструктуру. Алты-Насыр анонсировал свободный вход для болельщиков на предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 против бахрейнской команды Аль-Халдия. Встреча состоится 2 октября в 19:00 на стадионе Ашхабад. Делегация Аль-Халдии прибыла в Ашхабад 29 сентября и уже провела тренировку на арене предстоящего матча. Сегодня, 1 октября, состоится пресс-конференция с участием тренеров и игроков обеих команд. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.